Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Я, Джамиля Насырова, приветствую вас в эфире программы «За чашкой кофе». Верно, что спорт – это залог здорового образа жизни. Спорт – это секрет долгожития. Но можно ли превратить спорт в бизнес и зарабатывать на нем деньги? И если да, то как это правильно назвать? Спорт в бизнесе или бизнес в спорте? Точно на этот вопрос ответит гость очередного выпуска нашей программы Фируз Хасанов, который, будучи маркетологом, занимается продвижением различных спортивных направлений в стране. Фируз Хасанов родился 3 сентября 1987 года. Детство – самый прекрасный период в жизни каждого человека. Однако герою нашей программы этот возрастной этап удался не из простых. Сам герой признается, его семье жилось нелегко. Но именно благодаря этим трудностям он научился противостоять преградам жизни и добиваться всего самому. Я родился в обыкновенной таджикской семье. Было тяжело на самом деле, потому что я всегда говорю, что мы дитя войны, да, это были послевоенные годы, они были очень тяжелые. С самого раннего детства приходилось придумывать какие-то способы, чтобы самого себя поддержать. Не то, что родители нас не поддерживали, родители нас поддерживали, но это были базовые вещи, всегда хотелось что-то сверх. И чтобы как-то помочь своей маме, Фируз в возрасте 12 лет решил в свободное от школы время подрабатывать на стройках. Да, это моя первая работа, это удивительная история, когда меня на лето позвали дядьки работать на стройке, и я работал сначала первый год в 12 лет помощником штукатурщика. Это просто адовая работа, когда ты тоннами цемента месишь и бросаешь просто на стены. Вот такое детство было. В 2005 году Фируз, окончив среднюю общеобразовательную 56-ю школу, поступил в Российско-Таджикский славянский университет. В свои студенческие годы он познакомился с одним из ведущих маркетологов страны, с Ширали Джурабаевым, и эта встреча привела нашего героя в рекламное агентство «Так», где он проработал долгое время. На самом деле, первые шаги я познакомился с моим другом на сегодняшний момент, братом, наставником Ширали Джурабаевым. Я пришел на стажировку в компанию, это был 2006 год. Мы с ним познакомились, поговорили о планах, и через некоторое время уже у меня появились первые навыки, первые клиенты, как я работал с ними, развивался, обучался. Шер подсказывал мне очень много по работе, давал очень полезной информации, книги, тренинги. Сейчас мы вместе с ним бизнес-партнеры во многих интересных наших проектах. Помимо маркетинга, Фируз всегда увлекался музыкой, играл на различных музыкальных инструментах. В 2000 году у него была даже своя музыкальная рок-группа United Music Band. Ребята пели рок на таджикском языке и выступали на многих фестивалях. Ездили в Россию, Узбекистан, Южную Корею и другие страны. А вот еще до того, как прийти в компанию, я занимался музыкой. Вообще для меня это казалось самая большая мечта — стать рок-музыкантом, быть на большой сцене с гитарой. Но потом я занялся барабанами и уже играл на барабанах и проехал очень много стран с различными группами. Во-первых, мы организовали эту группу с нашим учителем по музыке, его звали Олим Утамишев. Он уехал из страны, он сейчас находится в Беларуси. И он учил. Эта группа организована была одноклассниками. Павел Ли, Равиль Саид Мурадов, я, Олим. Это первые ребята, которые были в первом составе группы. В последующем состав менялся, ребята тоже менялись. И, конечно, нашего очередного героя с предыдущими связывает большая любовь к спорту. Только Фируз не ограничивается лишь одним видом спорта. Самым первым направлением, с которого Фируз начинал свою спортивную карьеру, является футбол. Первый мой вид спорта это был футбол, потому что мне подарили мяч, я помню, в детстве. Я
во дворе начал гонять с мячом. И в 98 году, я вообще не любил футбол, и в 98 году, когда был чемпионат мира, я выиграла его Франция, у меня произошел взрыв мозга. Вы не поверите, я увидел, что это спорт, который собирает миллионы. У меня была мечта попасть в Манчестер Юнайтед. И моими первыми два тренера у меня были, это Владимир Шакирович Дамуладжанов и Табаров Джамшед Сергеевич. В последующем Джамшед Сергеевич меня тренировал, и я играл в клубе, который назывался «Нур», он до сих пор есть. Но предыдущий тренер, я первые шаги сделал, это в клубе, который назывался «Авиатор». Помимо футбола, Фируз является сертифицированным тренером по Total Fit, то есть фитнес-тренер. Каждое его утро начинается с этого зала за любимыми снарядами. Но этого нашему герою оказалось мало. Он попробовал себя в качестве баскетболиста. Сейчас играет в баскетбольном молодежном клубе, который сам и основал. В баскетбол я пришел ровно в 32 года. Да, я начал заниматься. Я вообще вы не поверите, вот футболисты всегда говорят, что баскетбол это не вид спорта. Баскетболисты говорят, что футбол это не вид спорта. А вот мне нравятся оба вида спорта, потому что они очень интересны по-своему. И в 32 года я пришел, увидел, как эта история произошла, она тоже удивительно. Я шел по оперке и смотрю, ребята играют в баскетбол, и там стоит очень высокая женщина. В последующем я с ней познакомился, она оказалась знакомая. Это Софья Павловна Давыдова. Я сказал: Софья Павловна, нам надо что-то делать, но я должен научиться играть в баскетбол. И она сказала, посмотрела на бородатого мужика и сказала: ты типа в своем уме, но в последующем и по сегодняшний день мы вместе тренируемся. Добро пожаловать, Фируз, в нашу программу. Спасибо за приглашение. Очень интересно попасть на самый главный спортивный телеканал нашей страны. А мы бы хотели сегодня с вами поговорить в рамках нашей программы о таком направлении в стране, как маркетинг в спорте. Как давно вы занимаетесь этим? Маркетинг в спорте на самом деле ознаменовался еще в 2012 году, когда Федерацию футбола Таджикистана возглавил уважаемый Рустам Имамали, и собралась команда не только маркетологов, но и специалистов высшего звена, которая должна была продвигать футбол в стране. Так я и попал в эту историю. А в чем основная суть именно этого направления, этой деятельности? Цели маркетинга в спорте – максимально представить компании, бренды, но в то же время не забывать о самом главном ключевом – это о болельщиках. То есть это некая синергия, когда бренды идут вместе с болельщиками и взаимодействуют для одной единственной цели, чтобы их любимые команды, клубы побеждали и выигрывали. Это значит финансовые интересы в рамках определенного спортивного клуба или федерации, получается? Да, как и финансовые, так и имиджевые интересы. Как эта деятельность может повлиять на имидж компании? Давайте я вам приведу несколько примеров, которые у нас есть в Таджикистане. Буквально в прошлом году наша компания подписала для футбольного клуба «Худжанд» мировой бренд, это Samsung. Соответственно, когда такой мировой бренд размещен на вашей футболке, отношение к клубу совершенно по-другому изменяется. Как у болельщиков, так и у игроков, так и у всех окружающих. Люди понимают, что это серьезный клуб, не какой-то простой бренд не могут подписать с этим клубом данный контракт. И поэтому на имиджевую часть это очень сильно влияет. То есть за счет имени какой-то компании известно сделать себе тоже имидж, поднять свой статус? Я бы не сказал, что и Худжанд, он не имиджевый клуб, но это создает синергию. Здесь работает формула 2 + 2 = 5. Хорошо, а откуда эта идея появилась у вас и насколько успешно реализовывается на сегодня? На базе нашей компании у нас был отдел по нестандартным маркетинговым коммуникациям. Мы всегда искали партнеров, вообще нестандартные формы. И одна из форм, которую мы нашли, это именно спорт. Потому что спорт – это язык, и многие бренды хотят
ассоциироваться с положительными эмоциями, с победами, потому что спорт это, во-первых, эмоции, эти эмоции очень сильно передаются. И мы нашли несколько партнеров, которые готовы были инвестировать в эту идею, в клубы, в команды, и они активно до сих пор на сегодняшний день развиваются и поддерживают клубы. И реализацию вы начали с Федерацией футбола, насколько нам известно. Да, мы заключили соглашение с Федерацией футбола, потому что на тот момент, как и на сегодняшний момент, у Федерации футбола Таджикистана стоят высокие планы, высокие стандарты, и для многих брендов очень важно, чтобы сама федерация ставила высокие цели и высокие планы. Все хотят работать с лидерами, соответственно, не составило большого труда заключать партнерские соглашения, образовывать отдел маркетинга внутри самой федерации. И мы реализовали очень много успешных проектов с самыми лучшими брендами, которые есть не только в Таджикистане, но и на всей планете Земля. Футбол в Таджикистане один из самых популярных видов спорта. Неужели даже такой вид спорта нуждается в дополнительной поддержке? Конечно, любой клуб, любая федерация никогда не откажется от дополнительных инвестиций и поддержки. Маркетинг в спорте – это дополнительная часть, которая позволяет выводить команды на новый уровень. Для всех известно, что колеса развития в спорте – это финансы. Помимо тренеров, технической базы, когда есть финансы, ты можешь позволить себе лучших игроков, лучшую техническую базу. Лучших тренеров, побольше чемпионатов. Да, конечно. Побольше вывозить команды. А в чем заключается проблема рекламного рынка Республики Таджикистан в целом? Почему ценообразование у нас намного ниже, чем в соседних странах? Ну, это тоже большой философский вопрос. На самом деле у нас очень маленькая страна для рекламного рынка. 10 миллионов – это не очень много. То есть, соответственно, люди платят, как есть такое, цена за контакт. Если мы пересчитываем это на деньги, то стоимость будет всегда выходить ниже. То есть основная проблема – это небольшой рынок? Небольшой рынок и охваты, которые есть у медиа. А что на сегодня можно предпринять, чтобы как-то улучшить эту ситуацию? Ну, во-первых, нужно перевести то есть всю систему в единый, есть такое выражение, sales house. То есть во всем мире есть sales house. Это компании, которые продают размещение в медиа. Соответственно, людям, ну, тем руководителям, которые руководят медиа, нужно вместе собраться, принять определенные решения и продавать уже по исследовательским данным. Только тогда мы можем выйти на другой уровень. Фируз, вы один из первых представителей, кто начал заниматься именно маркетингом в спорте. Есть ли у вас какой-то секрет, изюминка или, скажем, свой эликсир удачи, как вам удается это делать? Ну, все очень просто. Я слушался папу, который говорил: бери и делай. То есть надо брать и делать, в этом нет никакого секрета. В Таджикистане, я вам открою секрет, очень много вообще ниш, где можно заниматься чем-то, как бизнесом, так и саморазвитием. Самое главное, это надо брать и делать. Основное – это стремление и желание, значит? Да, конечно, стремление и желание. Но желание – это, знаете, такая эмоциональная вещь, а она сегодня есть, завтра его нету. А если ты берешь и делаешь это до конца, даже когда и нет желания, то это и дает результаты. Это параллельно спорту, потому что, чтобы достигать результатов, бывают моменты, когда тебе хочется бросить бутсы, оставить штангу или там, я не знаю, просто завязать со спортом. Но когда ты делаешь и идешь до конца, ты достигаешь результатов. А зависит ли успех от самого вида спорта? То есть есть ли виды спорта, у которых больше шансов на успех, и есть ли те, у которых вообще нет шансов? Ну, на самом деле шанс есть у всех. Я приведу несколько примеров. Даже те виды спорта, которые кажется, что они не очень популярны, есть у них шанс. На самом деле, конечно, бренды хотят работать с массовыми видами спорта, такими как футбол в Таджикистане, например, дзюдо, да, гуштингири вот наш. То есть это спорты, которые очень много привлекают к себе внимание, потому что бренды хотят сосредотачивать на себе внимание. Но даже у
таких малосмотрибельных видов спорта в Таджикистане, как, например, шахматы, да, тоже могут быть спонсоры, могут быть партнеры, которые готовы инвестировать в эту историю. Поэтому чем массовее спорт, тем больше инвестиций. Чем менее смотрибельный спорт, тем меньше инвестиций. Тут формула очень. А вы сказали, шахматы один из мало востребованных. От чего зависит востребованность вида спорта в стране? Менталитет, культура? От доступности к этому виду спорта. Например, футбол, ты можешь взять мяч, выйти на улицу, свистнуть, позвать своих друзей, сказать: ребята, выходите, будем гонять футбол. И вы гоняете футбол. Вот представьте, вы выносите шахматы и говорите: ребята, идемте играть в шахматы. Насколько ребята откликнутся. Как минимум нужна логика в этой игре, навыки, которые позволят начать играть. Ну, это очень просто, я имею в виду, что главное желание научиться. А если возьмем в пример баскетбол, вид спорта, которым вы сами непосредственно занимаетесь, здесь отсутствие интереса у молодежи тоже по этой теории? Был большой разрыв, потому что команда, которая занималась развитием баскетбола, она уже давно уехала из Таджикистана и находится на данный момент в Грузии и в Америке. Те ребята, которые сейчас начали развивать баскетбол, они придают развитию второе дыхание. И я уверен, что с новым дыханием, с новыми шагами баскетбол приобретет вот такую вторую волну и новый успех. Тем более сейчас очень много построено площадок, ребята имеют доступ. Если вы вечером можете пройтись по паркам и увидеть, что ребята уже играют в баскетбол. То есть осталось тоже вопрос времени, что и когда это будет реализовано. Какие кампании нужно проводить, чтобы найти инвесторов для того или иного вида спорта? Ну, на самом деле должна быть сама заинтересованность клуба. Спонсоры не просто так выдают деньги. Спонсоры ожидают результата команды, они ожидают совместных рекламных кампаний, они ожидают получить что-то взамен. И вот это самая ключевая модель, которой должны придерживаться как федерации, так и клубы. Не просто забирать деньги, а реализовывать правильно эти деньги и давать результат непосредственно спонсору. Учитывая то, что сегодня у нас век технологий, можно ли рассчитывать только на онлайн-продвижение? Например, рекламу футбола, баскетбола или другого вида спорта только через социальные сети, интернет? Нет, конечно. Во-первых, есть вы, крупнейший спортивный телеканал страны. Это отличная площадка для того, чтобы популяризировать и спорт, и продвигать события, матчи, какие-то ивенты, которые проводятся федерациями либо клубами. В онлайне, конечно, удобно. Почему? Потому что это можно сделать оперативно, быстро, пригласить людей на какое-то событие, быстро написать какую-то заметку. То есть я сторонник омниканальной, то есть многоканальной коммуникации, поэтому не считаю, что должен быть только онлайн. Конечно, должны быть и офлайн направления, и также самое главное традиционные медиа, которые до сих пор читают, смотрят и слушают. Ну и к онлайн тоже прибегать стоит. Конечно, конечно. Вы посмотрите, сейчас была пандемия, и многие клубы не знали, что делать. Да? То есть, соответственно, чтобы не потерять свою базу болельщиков, все передвинулись в онлайн. Снимали тренировки спортсменов, какие-то поздравления. Конечно, они находились в разных частях света, либо у себя по домам, но в то же время онлайн сыграл очень большую роль для того, чтобы коммуницировать со своими болельщиками. Потому что весь спорт, помимо результата, призван к одному. Это собрать вокруг себя единомышленников, болельщиков, которых будут смотреть, любить и всегда поддерживать вас. Кстати, о технологиях. Вы также продвигаете и занимаетесь продвижением киберспорта. Да. Например, участие наших спортсменов в Алма-Ате по Counter-Strike. А можно ли считать эту платформу, то есть киберспорт, как источник дохода для нашей молодежи? Конечно, это безусловно. Если посмотреть, последний кубок по доте, призовой фонд составил $32 миллиона. 32 миллиона. Вы прислушайтесь к этой цифре. 5 ребят, которые играют в доту, которые выиграли чемпионат мира, они получили $32 миллиона.
Это разве не круто? Это круто. Да, но тут немного я бы скорректировал понимание, что такое киберспорт. Потому что это должно быть с головой подойти к этой истории. Должны быть правильные киберспортивные клубы. Не просто клубы, где люди проводят время. Это большая работа. Игроки проводят до 10 часов за компьютером. Они занимаются, они играют, они разрабатывают стратегии, они общаются, они тратят свои деньги. Потому что, чтобы собрать нормальный компьютер для киберспортсмена, уходит в среднем в Таджикистане от 3 до 5 тысяч долларов. То есть наши ребята тоже могут спокойно, находясь здесь, зарабатывать на этом? Конечно, участвовать как и на внутренних турнирах. Ну, на внутренних турнирах, соответственно, призовые фонды поменьше. Есть казахстанские турниры, есть киргизские турниры, есть турниры в Узбекистане, есть мировые турниры, где ты, находясь просто дома, можешь через один клик, нажав, попасть на мировые площадки и участвовать. А вот если, допустим, есть ребята, которые собрались в команду по киберспорту, как им продвигать себя как клуб? Ну, во-первых, нужно сделать правильную упаковку, да, на языке маркетинга. То есть создать логотип, правильно оформить свою страницу, начать выкладывать свои записи игры, ключевые моменты, хайлайты, да, так называемые. Вот у нас есть один известный киберспортсмен, Рома Мовчин, под ником Мрак, да, он активно продвигает киберспорт. Я бы сказал, что он самый активный вообще и потенциальный кибертренер и киберспортсмен, который есть в Таджикистане. А как проходит процесс договора федерации отдельного клуба с вами как менеджер? Какие условия? Ну, вы знаете, со всеми клубами разные условия. Есть виды спорта, к которым мы относимся как к социальной ответственности, наша компания, помочь, поддержать. Есть клубы, где мы преследуем коммерческую выгоду также. То есть мы заключаем контракты с клубами, помогаем им развиваться. Опять-таки, это вопрос синергии. Не только мы получаем выгоду, получает выгоду и спонсор, и получает выгоду сам клуб. Потому что есть клубы, о которых никто не знал, но сегодня они знамениты, и они показывают очень высокий результат. Есть клубы, которые не знаменитые были, мы помогли им раскрутиться. То есть это большая плодотворная работа. А есть ли вид спорта, к которому вы неравнодушны и готовы бы сами вложить, лишь бы продвигать этот вид? Ну вот сейчас баскетбол на данный момент. И какие действия предпринимаются? А сейчас мы развиваем активно молодежный клуб, он называется «Беркут». И все инвестиции, которые идут в этот клуб, они от наших друзей и нашей компании. Какие выгоды у вас именно из этой деятельности? Да, на самом деле в Таджикистане мы работаем на перспективу, мы помогаем клубам. Если мы клубу подписываем спонсора, мы получаем свою агентскую комиссию. Это мировая практика, как и от агентов, которые продают игроков, так и от маркетинговых агентств, которые подписывают компании к определенным клубам. Обращаясь к вам, значит, клуб, федерация заранее ничем не рискует? Да, конечно, клуб ничего не теряет. Клуб получает консультацию лучших умов в сфере маркетинга в Таджикистане. И мы только даем бесплатные пока советы, да, и это выгодно в первую очередь для самого клуба. Хорошо. А чем вы занимаетесь сегодня? А на данный момент я возглавляю отдел электронной коммерции компании Вавилон Mobile. Раз мы уже заговорили о диджитал, сейчас во время пандемии мы поняли острую необходимость в том, чтобы развивать бесконтактную покупку и продажу товаров. Вот на данный момент я занимаюсь внедрением систем и развитием вот этого продукта. И какова вероятность, что в нашей стране это будет принято в ближайшее будущее? А это уже принято, люди уже пользуются, уже люди заказывают через интернет, люди оплачивают покупки через интернет, через свой смартфон. Сейчас смартфон – это входная точка во всю планету. Желаем вам удачи во всех ваших начинаниях. Что бы вы в завершение хотели пожелать начинающим клубам или отдельным игрокам? Как правильно продвигать себя и как из любимого вида спорта
сделать бизнес и также зарабатывать на нем? Ну, во-первых, я бы пожелал не останавливаться, двигаться дальше. Во-вторых, я бы пожелал найти нужных и правильных людей, которые могут вас продвигать. Потому что если вы не можете сами себя продвигать, для этого есть специалисты, которые могут вас продвигать и дальше развивать ваш карьерный успех. Ну и смотрите телеканал «Варзиш». Фируз, благодарим вас за интересную беседу, за советы. Я уверена, что это будет полезно многим клубам, нашим телезрителям, отдельным спортсменам. И на этом наша программа завершается. А с вами мы не прощаемся, а говорим до новых встреч.